У меня была личная драма, когда убрали черную бурку. А вы сами воспринимаете критику? Долкунванам, сахнага шыққанда мен долкунванам. Именно Камаловский театр у меня пробудил интерес к языку. А почему рулят-то бабаи во многих вопросах? Для меня самое важное, что сегодня произошло в Тинчуринском театре, это объединение труппы. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Әле проекты Камал ТВ-дә дәвам итә. Һәм бүген безнең кунакта күптән көтелгән кунак Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Әюпова. Исәнмесез. Хәерле көн. Скажите, вот вы уже 2,5 года являетесь министром культуры. Какие вот самые значительные, может быть, ваши победы или, напротив, упущения, какие самые значительные события в культуре Татарстана связаны с вашим именем, с вашим вот сроком министерской работы именно на посту министра? Вообще, я думаю, что оценивать себя самостоятельно – это не совсем корректно. Я могу сказать, что приносит мне удовлетворение, и то, что на сегодняшний день до сих пор, может быть, вызывает у меня такое чувство, ну вот такое щемящее чувство. Я считаю, что сегодня у нас в руководстве наших учреждений культуры появляется все больше новых людей, которые работают не форматно, а, скажем, чьи решения, они очень отличаются от таких вот шаблонных моделей. Мне очень нравится вот то, что происходит у нас сегодня в Театре кукол Акият. И вот та модель управления, которая сегодня реализована в этом театре и в театре Набережно-Челнинском, когда первое лицо – это художественный руководитель, для меня очень важен этот эксперимент. Я бы хотела посмотреть, к чему, какие выводы из этого можно сделать. Поэтому вот начинать надо с детей. И то, что сегодня в Акият, в Театре кукол Акият идет такой очень активный поиск собственного имиджа, собственного лица среди детской аудитории. Это очень здорово, на мой взгляд. Но с другой стороны, Театр кукол преподнес себя абсолютно в другом формате. Вы знаете, что у него уже 2 спектакля поставлены для аудитории тех, кому и 18+. Ну, там нет, конечно, ограничений, но тем не менее, мне кажется, что это хорошая история, потому что шаблон, что театр кукол – это детский театр, вот этот вот трафарет, его надо ломать. Театр кукол – это великолепное искусство, которое имеет очень древнюю историю, и мне кажется, что за ним будущее. У этого театра очень большое будущее. Очень радует то, что у нас идет капитальный ремонт школы искусств. Это опять детская тема. Я считаю, что мне еще очень повезло, потому что в 2018 году, вы знаете, в мае 2018 года было принято решение о том, что стартует национальный проект. И так получилось, что в основе национального проекта в разделе «Творческие люди» это очень много внимания уделялось детям, а вот в начале этого года, в 2020 году, стартовал проект, который с будущего года он войдет уже как неотъемлемая часть национального проекта. В этом году это было просто поручение президента России по капитальному ремонту школы искусств. И мы в этом плане, Татарстан, одними из первых очень так срефлексировали хорошо. Почему? Потому что так совпало.
Фортуна. То, что в прошлом году Рустам Нургалиевич уже поддержал первые 150 миллионов на ремонт школы искусств, и пока мы собирали заявки, мы оказались самыми готовыми в части документации, в части понимания, какие школы у нас нуждаются в ремонте и сколько для этого нужно денег. Буквально на днях я была в Набережных Челнах и посещала 2 школы. Это 6-ю музыкальную школу и театральную школу. И вы знаете, я спрашивала просто у детей, и вот эта детская радость, что у них достойные условия, это вообще действительно здорово. А то, что мы еще и в школу искусств поставляли музыкальные инструменты, тоже я считаю, что очень вообще позитивная тема в нашей повестке дня. Если еще дальше идти, до меня очень большое впечатление в свое время, еще когда была замминистра культуры, произвело выступление Туфана Абунакан, Туфана Миннулина, последнее его выступление на сессии Государственного совета, да, где он говорил о 3 объектах, которые он считает, что недооцененные, да, и которые однозначно нужно поддержать. Это Нижнекамский драматический театр, это Набережно-Челнинский драматический театр и Национальная библиотека. И вот очень радует, что вот на данный момент все эти три объекта, они отремонтированы. Набережно-Челнинский театр, реконструкция прошла, фактически он отстроен заново. Национальная библиотека, реконструкция прошла, но фактически она отстроена заново. И поэтому с этой точки зрения, конечно, вот то, что вот эти 3 точки, 3 реперные точки, они на сегодняшний день более или менее они сбалансированные, это тоже вызывает такое некое чувство удовлетворения. Это не моя личная победа. Я хочу еще раз сказать, что я высказать слова благодарности руководству республики за то, что поддерживаются вот эти начинания. И вообще тот факт, что в республике инвестиции в культуру достаточно такие ощутимые, это здорово. Мне понравилось, что нами создан Совет по культуре при президенте Республики Татарстан. Я считаю, что это тоже очень важно. Таких органов в субъектах Российской Федерации практически нет. Но самое важное, чтобы эта работа вот этого органа, она не превратилась в некие дежурные такие собрания. Это неправильно. Хочется, чтобы все-таки это был деятельный орган, когда в принципе, позиция работников отрасли, позиция деятелей культуры и искусства, она будет услышана. Вот я часто привожу такой пример, что если вы сейчас попробуете вспомнить 18-19 век, назовите хоть одно имя там промышленника, да, или одно имя там министра того времени, 19 века, например, да, ну или там, не знаю, как экономиста, еще кого-то. Людей спросите, никто не скажет, но все знают Что Творцов. неужели Маркса никто не назовет? Я не говорю про Карла Маркса, но он экономист, Да. но он вошел больше как политик, как другая немножко история. Но очень маленькое количество людей срефлексирует на этот вопрос. Но если вы попросите нас назвать имена писателей, художников, поэтов, музыкантов, композиторов, я думаю, что очень большое количество людей вам вспомнит те или иные имена. Хотя бы кого-то. Хотя бы кого-то, да. Поэтому культура — это тот след, который мы оставляем. И мне очень хочется, чтобы люди об этом понимали, люди об этом помнили. Поэтому чувство неудовлетворенности, пока отсутствие этого перелома, отсутствие перелома в сознании, в общественном сознании, оно еще чувство неудовлетворенности оставляет. Мне очень хочется, чтобы люди просто поняли, что не только мышцы надо качать, но и душу тренировать, и интеллект. А кто должен понять, это наверху или внизу, или в середине? Верхний мир, средний мир, мир Вы знаете, искусства? я могу сказать так, что для этого должно измениться восприятие отрасли культуры у руководства. И это происходит. Я еще раз повторю, я счастливый человек, потому что мне повезло. В этом году национальные приоритеты были заявлены. Там тоже система управления талантами, она присутствует, культура присутствует. И с этой точки зрения тот факт, что сегодня в нашей стране и в нашей республике столько внимания уделяется экологии, поскольку это экология, это среда нашего обитания, и культуре,
среде нашего духовного развития, да, я считаю, что это очень большой позитивный знак. Это говорит о том, что біздің келешегі бар, келешекте де шундай вот зор уңышлар болашак, шуңа күрә һәм хөкүмәт тарафыннан мәдәнияткә зур игътибар бирәчәк. Мы благодарны. Но это абсолютно искренне, на самом деле, руководству республики, вам лично и президенту Рустему Нургалиевичу. Наши инициативы поддерживаются, как правило, и поддерживаются, как правило, в том объеме, в каком мы просим. И, в общем-то, мы их успешно реализуем. И сейчас мы стоим на пороге большого для нас события. Вот реконструкция долгожданная, поскольку, наверное, зритель нас не поймет, если сейчас сказать, потому что у нас большие просторные фойе, вообще зрительская часть, она достаточно обустроенная, большая, но есть цеха, есть сотрудники театров, и все это нуждается в каких-то, переформатировании тоже, в том числе, с пониманием того, что штат наш растет, просто в силу меняется, в силу того, что театр какие-то обороты набирает. Вот в связи с этим, в связи с предстоящей реконструкцией, есть какие-то государства, государственной власти, какие-то требования, вот просто говоря, чтобы было понятно, на что вы хотите дать денег, чего вам не хватает в нашем театре, что бы вы хотели таким образом способствовать каким изменениям? Технологии развиваются, и театральные технологии, они развиваются в том числе. Сегодня современный театр — это не только театр, который использует традиционные технологии, это в первую очередь сейчас очень много возможностей, очень много возможностей. И с точки зрения технологических каких-то аспектов, да, то есть это оборудование, это вентиляция, это, я не знаю, это система даже перевода и многие другие нюансы. Но и с точки зрения театральных практик. Вот вы ездили несколько раз на Авиньон, да, вы видите, что театральная культура, она тоже сегодня меняется в мире. И вот эти классические, то есть сцена, система организации зала, барьерная система организации зала, она не единственный формат. Да. Сегодня вообще принцип сотворчества, да, вовлечение зрителя в творческий процесс — это одна из основных тем на повестке дня. Да. То есть мы как раз это одно из ключевых изменений, происходящих в менталитете людей. Да. То есть человек, ему не интересно только наблюдать, ему хочется принимать в этом участие. Да. И очень многие фильмы и интернет, чем он привлекателен, тем, что ты можешь там какую-то лепту, быть соавтором, да, этого процесса. Это новые технологии, новые практики. Поэтому мне кажется, что организация пространств таким образом, чтобы были реализованы все аспекты современного театрального искусства, да, то есть формирование дополнительных сценических пространств, дополнительных возможностей. Это очень великое дело. Вот. Ну и, конечно же, я очень часто гость закулисья. Вот. Когда пытаются обижать моих артистов, когда обижают, говорят, да что вот они там, что вы там заслуженных только даете, что такого выйти. Я говорю, друзья мои, вы одно выступление сделать не можете. Вы представьте, когда человек несколько ролей в голове держит и играет так, что вы еще и верите, что это его слова. Память. Я вижу, какими наши артисты, мои артисты, наши артисты выходят после спектакля, какие они мокрые, потому что вот мы сегодня стоим под светом прожекторов, нам жарко, а это целый спектакль выстоять, их выжимать можно. Их выжимать можно. А душевых нет. И именно поэтому создание комфортной среды для артистов, чтобы были и душевые, и там, я не знаю, нормальный свет в гримерках. Это тоже очень великая вещь. Мобильные подвесные системы, возможность использовать все три проекции, да, все три направления. Да, это очень, очень сегодня технологии дают колоссальные возможности для того, чтобы создать чудо, создать сказку.
у нас недооценена, у нас утрачена, существенно утрачена и недооценена сегодня в мире культура критики, экспертное сообщество. Вот именно для того, чтобы говорить людям, да, о проблемах в творчестве. И это тоже, кстати, культура, уметь слышать критику, да? Но во всех смыслах этого слова, и в творчестве, и в жизни нужно услышать оппонента. Если ты не слышишь, у тебя нет развития. То есть каждый человек имеет право на взгляд, на свое мнение. Если ты закрыт для принятия этого, для того, чтобы даже услышать это мнение, ты живешь в коконе. И твое личное восприятие себя, оно существенно будет отличаться от того, кто ты есть в реальности. Эти ножницы — это всегда самое тяжелое, да, поэтому вот сегодня и в менеджменте, в организациях очень часто важна вот эта вот обратная связь. То есть нужно знать, а что о тебе, собственно, думают люди или те, кто за пределами твоего учреждения находится. Вот эта эмпатия. Вы сами воспринимаете критику? Я конструктивную критику воспринимаю. Я даю возможность, и не люблю, когда на совещаниях молчат, я даю возможность каждому отстаивать свою позицию. Но мне не нравится просто «хочу, дайте». То есть каждый человек, я даю людям шанс аргументировать свою позицию. Это Но очень это важно. все-таки не совсем критика. Этого мы коснемся, когда я задам вам вопрос. Критика. Нет, когда... вот внешне, понимаете, министр культуры... Если работаю... критика обоснована, почему бы нет? Надо меняться. Ну вот в том-то и дело, понимаете, вы же сами говорите, утрачен институт критики, и люди с лицами, ну то есть не анонимы, они действительно будут подбирать слова и говорить о каких-то конструктивных вещах, кроме отдельных городских сумасшедших. Нет, можно. Есть критика и критиканство. То есть критика, когда когда говорят, что плохо, вот, то есть в целом есть позитивные стороны, вот, а на негативные аспекты вот. И для того, чтобы было еще лучше, нужно вот это, на наш взгляд, улучшить. Понимаете? А критиканство, когда все плохо, мне не нравится. А что тебе плохо? Ну, просто все плохо. Вот не нравится и все. Понимаете? Вот это я не понимаю. То есть скажи как, если тебе не нравится, скажи как. И вот в этом плане я абсолютно адекватна. Если человек мне говорит, что вот так неправильно, а лучше сделать вот так, потому что, это абсолютно адекватно. Но если человек говорит, все плохо, я ничего делать не буду, это его проблемы. То есть нужно очень четко формулировать. Вот профессионализм, он в этом и заключается, что ты должен обозначить, это не значит, что твое мнение, оно истинно в последней инстанции, особенно в творческой среде. Не секрет, что очень многие люди или авторы, которые сегодня считаются достоянием культурного наследия цивилизации в целом, они не были приняты современниками. Таких людей много, понимаете? И не все были успешными, богатыми, признанными, обласканными властью или обласканными обществом. Элементарный пример — Сократ. Сократ, которого афиняне приговорили к смерти. Понимаете, сегодня мы говорим, это Сократ, мы восхищаемся его мудростью, хотя есть и другая сторона, да, этой истории. Но тем не менее, не всегда мнение большинства истина в последней инстанции. Поэтому нужно понимать... Более того, большинство всегда неправо. Я не соглашусь. Есть разные вещи. Есть разные вопросы. И просто истина — это не есть мнение большинства. И мнение большинства не есть истина. Ну, смотрите, вы работаете в системе государственного управления. Все равно политики, чиновники высокого ранга, они же привыкли оперировать именно категориями. Как вам удается, например, понятно, им отстаивать свою точку зрения, говорить, все-таки правильнее было бы так, а не эдак. Вам же наверняка приходится Только это делать. аргументы. Только аргументы. Это бесполезно. То есть эмоции ничего не дают. И
да, безусловно, эмоция, она может побудить, это она может побудить интерес, она может разбудить интерес к тому, чтобы человек сделал первый шаг. Но последующие аргументы – это всегда холодный рассудок. Это всегда цифры, это всегда факты, это всегда очень внятное, четкое обоснование. К сожалению, вот я сталкиваюсь с тем, что мы очень часто используем недостоверные данные. Вообще мы сегодня, это, кстати, тоже лицо культуры. Мы сегодня очень часто делаем отсылку к оценкам, то есть к неким оценкам. Да? Это вот кто-то, кто имеет доступ к первичным данным, вот он сказал, что такое хорошо, что-то плохо. И мы не пытаемся докопаться вот этих первичных данных, мы сразу говорим, мы вот эту оценку принимаем как истину в последней инстанции. Это неправильно. Культура общества и будущее общество, когда вы будете в своих аргументах использовать достоверную информацию. А мы очень часто любим вот эти красивые факты, под которыми ничего нет. Я считаю, что всегда нужно искать обоснование. Если будь то социологическое исследование, да, будь то финансовая какая-то история, нужно очень четко смотреть именно достоверность используемой информации. Потому что очень много сегодня примеров манипуляции. Ну, искусство это тоже, кстати, искусство манипуляции. абсолютно. Театр точно. Это... Умение манипулировать зрителем – это главное качество любого актера. И режиссера, опосредованно через актера. Но вот смотрите, какая штука. Вот небезызвестный вам Олег Лаевский все время говорит, конечный спор всегда о любом там предмете искусства, о любом спектакле, это торкнуло, не торкнуло. Был эмоциональный отклик, не было эмоционального отклика. Эмоциональный отклик какой-либо очень сложно уложить в схемы, в цифры. Ведь это же очень тонкая материя, с которой вы работаете. Можно я вот по-другому скажу? Да, я совсем с этим не согласна. Да. Есть профессиональная история, есть насколько это сыграно профессионально и так далее. Но очень многое зависит от зрителя. Я сама это очень часто ощущаю, даже публичные выступления, да, когда ты видишь, что зал холодный, я думаю, артисты это видят очень хорошо, да. Чувствую, да. Да, есть люди, которые пришли, и они, вот эта коросток, многие из нас, я еще снова вернусь, мы как в коконе, понимаете, нас вот в прошлом, по-моему, году или в этом году, мне просто так с этим коронавирусом с годами состояние, оценки поменялось. Ну, короче говоря, в прошлом, наверное, году был спектакль «Дертмен». «Дертмен»? Да. Прошлый, да. Прошлый, да, 19-й год. И очень много было споров, потому что вот там натурализм, Нурбек, вот, значит, он ранит себя, это фу, как это плохо и так далее. Я тогда высказала свою точку зрения, что наше общество, у нас настолько высокий уровень нравственной физиологической брезгливости. Да? Мы вот сейчас 1000 раз моем руки, да, там особенно вот это. У нас мы не любим видеть вот эту кровь, нам противно, мы очень тяжело воспринимаем вид смерти, да, там раны и так далее. Но уровень нравственной брезгливости, он у нас становится все ниже. И мы для достижения каких-то своих личных целей, это лидерство, которое по головам, да, лидеры, которые готовы стать лидером любой ценой, да, например. Или когда для того, чтобы достичь какого-то результата, я готов уничтожить душу другого человека, и вот это удар ниже пояса, да, и вот, понимаете, вот душа, душевные раны, да, или как сказать, рана, нанесенная душе человека, она сегодня с точки зрения закона, она в принципе не наказывается. Потому что очень сложно найти... Я согласна, но в людях просто почему-то, что мы сегодня, наша степень, эта толщина нашего душевного кокона, да, этой короста, этого нароста, она выше сегодня, чем более высокая, чем когда бы то ни было. Мы на самом деле
очень редко открываем душу. Но вот, вы У знаете, нас лицемерие стало, это же потрясающий, да, монолог, диалог, да, о лицемерии, о том, что столько смертных в Дон Жуане, столько смертных грехов. мгм. Но все смертные грехи человека можно скрыть за одним грехом — лицемерия. Ну да. И лицемерие — это считается сегодня одной из ключевых профессиональных компетенций в мире. Лицемерие, понимаете? Ты должен держать лицо, ты должен... А как же новая искренность, новая этика, вот эта молодежь, которая отвергает всю нашу коросту? А вот именно, Это другое поколение, совершенно другие. именно поэтому я и говорю, что вся надежда Все у вас продумано. вся надежда на тех, кто этой коростой не это нормально абсолютно, понимаете? Я еще раз повторяю, это как рубец. Просто нужно понимать, что вот мы очень долгие годы жили в определенной системе ценностей. История нашей земли, она претерпела крушение ценностной системы координат за одно столетие дважды. В начале 20 века и в конце 20 века. И когда дважды у тебя идет крушение, то и вот понятно, что такое хорошо, что люди, такое которые плохо. совсем молодыми могли застать одно крушение, они доживали до второго крушения. Абсолютно верно. И понимаете, Да. и вот это страшно, да, это страшно, потому что это уже рубец, который, это как второй инфаркт миокарда, еще третий, и все, и больше и будет очень тяжело. Но просто я к тому, что уже как прежде наши души работают с ними. Поэтому и наша сегодняшняя задача, наша сегодняшняя миссия, да, не допустить, сформировать вот эту ценностную модель и не допустить, чтобы все-таки наши дети, наши внуки, чтобы они тоже перенесли это потрясение, когда весь мир меняется вокруг. Это как волна, понимаете? Вот ты сегодня смотришь на человека, и вроде ты сегодня что-то делаешь, что-то живешь, это все у тебя нормально. А завтра все говорят, нет, это все неправильно. Мне кажется, очень важно, чтобы была эта преемственность, да, ценностная. И культура, она именно почему должен быть элемент консерватизма в сфере культуры и искусства. Потому что вот эта преемственность, да, в культуре, это является гарантом того, что мы не утратим свой культурный код безвозвратно. Ну, возможно. Скажите, а вот вернемся к критике, что ли, так как это, к экспертному сообществу. Судя по тому, что ваше решение было в этом году, точнее, отменить номинацию «Событие года» у театральной премии «Тантана» и вместо нее вести, значит, как номинацию там «Лучший критик», оно где-то отражает вот это ваше мнение. Совсем все очень плохо с экспертным сообществом. И как быть дальше, когда, значит, когда критики кончатся раньше, чем хорошие спектакли? Я считаю, что да, должна быть внятная мотивационная политика и целевой набор. Так же, как в свое время были целевые наборы, вот мне кажется, в отношении критики должен быть целевой набор. Но и не просто целевой набор. Вот мы это в прошлом году, в прошлом году я выступала на одной из конференций в РГИСИ, это Российский государственный институт сценических искусств. И мы как раз подняли тему, обсуждали, я сама подняла вопрос критики, там меня приглашали в качестве эксперта. И профессора этого вуза, они признали, то есть я им поставила следующий вопрос, что, понимаете, у нас сегодня, к сожалению, и программы подготовки критиков, они видоизменились. И вот когда был Советский Союз, понимаете, это была ломка. Я снова про эту смену, про преемственность, что все-таки преемственность самых важных вещей, доминант, она должна сохраняться. Когда был Советский Союз, все равно они вспомнили это, что изучали и там, я не знаю, Галиаскар Камала, да, и творчество Тинчурина, это все обсуждалось, это все было в их курсе, понимаете? А сейчас этого нет.
Вот сейчас этого нет. Или это все это минимизировано? Где, на Маховой? Ну, в смысле, да. в Иргиси, Да, в который Иргиси. сейчас называется. Это стандарты, понимаете? Но это не просто только ушел у них. курс, пропал курс, читался курс «Театр народов СССР». Да, в том абсолютно числе верно. Включая народы РСФСР, якутов, Абсолютно татар. верно, да. Там были, там, А там безусловно... просто там- умер Павел Викторович Романов, и все, читал один курс. Один человек. Но это нельзя, но нельзя этого допускать. Видите, что смерть, вот эта зависимость, да, то есть вот, есть же общая концепция, да, если мы говорим о построении общегосударственной идентичности, то мы должны понимать, что со всех сторон, и сейчас это понимают, это и в России понимают очень хорошо, что вот вы обратите внимание, что возвращаясь снова к культуре детям, культурный марафон, который был инициирован в этом году, он содержит существенный региональный контент. Там есть и Бурятия, там есть и Татарстан, там есть и Башкортостан, там есть и Алтайский край. У нас, по-моему, любая культурная институция содержит этот контент, по факту. Нет, ну вопрос... Что «Золотая маска», Я не против, я говорю про Да. то, что сегодня очень этот вектор, он задан, и очень важно, чтобы еще и в образовательных стандартах он тоже Так он нашел же был, свое отражение. его же убрали. Сейчас был этнорегиональный компонент, так называемый. Сейчас он сведен к минимуму. У нас даже сейчас в собственных вузах, в Институте культуры, сложно читать курсы там, по татарской драматургии и татарскому театру. Вот наша сегодня задача в том числе для того, чтобы обеспечить, чтобы все-таки этот компонент, он сохранялся и в творческих направлениях. Это, кстати, очень безболезненная история с точки зрения общего контента и в общеобразовательных школах, ничто не мешает нам на уроках там, рисования там, или еще что-то, искусство, давать какие-то национальный компонент. А то, что касается в школах искусств, я родилась в Азербайджане. И вот когда я училась в музыкальной школе, у нас обязательно одна пьеса, одно произведение, оно должно было быть азербайджанского автора. Ну, это... И в свое время, и сейчас это тоже часто у многих педагогов это встречается. Но вот надо, чтобы это было правило. Ирина Александровна, вы помните, когда впервые оказались в этом зале, что вы смотрели, что вы тогда чувствовали? Изменилось ли что-то у вас по отношению к нашему театру? Или наоборот, меняется? Или как-то наоборот, это неизменные величины? Я боюсь ошибиться. Но, во-первых, я еще раз вернусь к теме, что я родилась не здесь. И в Баку, пока мы жили, мы регулярно ходили в театр. То есть у нас был там театр Самеда Буркуна, у нас театр юного зрителя был, театр оперы и балета. Поэтому для нас посещение в семье, посещение театров, это было нормальной такой жизненной традицией. Когда я в 2000 году переехала в Казань, и первое, с кем... Вообще, вот это очень интересная история. Я могу сказать, что для меня с точки зрения жизни в Нижнекамске, в принципе, мы приехали в конце 93-го года в Россию. И с точки зрения организации пространства, в принципе, мы постепенно обустроились в Нижнекамске к 2000 году. Но дефицит культурного вот этого досуга, он все равно сказывался. Я приезжала в Казань на различные спектакли, и в 2000 году, когда я переехала, уже регулярно стала посещать театры, у меня были все, там Радик тогда был у нас распространитель во все театры, он мне билеты помогал купить, вот. Я не могу сказать точно, что я смотрела, я хорошо помню, что я смотрела в Тинчуринском театре, на меня произвели впечатление 2 спектакля, это «Сунгам Невудазуар» и «Мамаша Кураши и ее дети». А вот незабываемый след, скажем, да, вот в Камаловском театре был такой спектакль «Эникильде». Вот, я не знаю, я просто, если честно, вот не стыдно, я не знаю, идет ли он сейчас. Не идет. Не идет. Но вот он такой тоже был очень. Я просто помню, что я прорыдала вот буквально весь этот спектакль. Но вообще мне очень нравится вот спектакль с глубоким таким смыслом. Понятно, что Зангершаль это все это. Но вот, по-моему, первый спектакль, который я могу ошибиться, но мне кажется, что так ассоциативно, что первый спектакль, который я смотрела вот в стенах Камаловского театра, был «Эникильде» и, конечно, «Черная бурка». Вот один из этих 2 спектаклей был первым. Либо первый, либо второй. Но мне очень
Я очень трепетное отношение к театру. Я думаю, что это все знают. Ну, не знаю. Как вот, нам же интересно, понимаете, это же тоже фидбэк. У нас такая неформальная обстановка. Как менялся наш театр? 20 лет все-таки прошло, 20 лет, как вы в Казани. Я могу сказать так, что у меня была личная драма, когда убрали черную бурку. Вы это помните, да? Это просто был кошмар какой-то. Ну да. Вот. Но потому что я даже не знаю, сколько раз я ее смотрела. Вот. Но как менялся? Мне кажется, что сегодня театр нашел вот эту золотую середину между театром и спектаклем для массового зрителя и интеллектуальным театром, фестивальным театром. И постановки вот последних лет, они непростые, они все сложные, они с очень сложной сценографией, они очень с таким сильной режиссурой, они очень сложные по материалу литературному. Это не развлечение, это не песенная некая такая, да, упрощенная история, да. Они действительно для того, чтобы зритель мог проникнуться действием на сцене, ему самому тоже приходится потрудиться. Но при этом эти спектакли, они близки, понятны, и они затрагивают темы, которые актуальны для очень большого количества людей. Потому что очень большое количество постановок, которые, «Минамисем Козел», да, например, да, это «Меня зовут Красный», или «Турандот». Да, к сожалению, вот это были очень сильные спектакли, но они не задержались в репертуаре, потому что это фестивальные истории, и они действительно хорошие, яркие постановки, до которых зритель, может быть, тогда на том этапе еще не дошел. Вот я считаю, что самое большое изменение, которое произошло в театре Галиаскара Камала за последние 20 лет, это взросление зрителя. Взросление зрителя. Нет. Не возрастное, да, понятно, а именно эстетическое Mm. взросление. Это развитие, скажем так, да, потому что зритель поменялся, он рефлексирует по-другому. Хотя все равно случаются подчас истории, с которыми мне еще бывает стыдно. Я это могу сказать откровенно. Вот «Тормош Мабу», да? Там были ситуации, вот я была как раз, по-моему, на премьере, или, может быть, там следующий спектакль был после премьеры. И возникла такая ситуация, что одна компания, она стала, вот она ждет гротеска. То есть вот все равно для нашей театральной культуры очень близка эта гротесковая история. Она читается и в драматургии, она читается и в режиссуре. И вот эта вот гротесковость, она как бы зачастую выпячивается в татарском театре, в татарском драматическом театре на первый план. Скажем, в противовес в Башкортостане больше патетика, да? Здесь вот это больше гротеск, да? И здесь зритель, вот когда вот там сюжет был, были комичные сюжеты, он вот зажигался, ему это нравилось. А вот когда серьезная вещь, а особенно тяжело, когда рефлексирует на вот этот сарказм, да, то есть когда плакать нужно, а человек, он не понимает, и он начинает смеяться, потому что это какой-то смешной оборот или смешное слово. Вот мне кажется, что таких зрителей становится все меньше. Он понимает язык театра. Мында татар теле турында сүз бармый. Мында именно сәнгать теле турында сүз бара. Шуңа күрә вот кешеләр алар үскәннәр әйтеп булмый монда, вот как үзгәрешле. Тәрбияләнгән. Да, может быть, тәрбияләнгән. Вот два мира, два шапира, два академических русских театра двух национальных соседних республик. В Башкирии и в Казани. В Уфе и в Казани. В одном Михаил Исаакович Рабинович, как минимум раз в 2 года ставит произведения башкирских авторов на русском языке, а в другом этого не было никогда с момента прихода
Александра Яковлевича Славутского, например. Вот какова позиция, например, по такому конкретному вопросу? Вот два мира, два Шапира. Хорошая тема, надо поработать над этим. Мы работали, каких только не было обращений. Я не думаю, что это нерешаемый вопрос. Надо просто, может быть, проговорить с Но 30 Александром лет она Яковлевичем. никак не решается. Ведь смотрите, не ваши предшественники, которые тоже просили, говорили об этом, предлагали. Ведь в советское время было как? Вот Марсель Хакимович Салимжанов поставил прекрасный спектакль «Белое платье матери» по Шарифу Хусайну в Русском театре. Было постановки по Диасу Валиеву, по Туфану Миннулину. Это было раз в 5 лет как минимум. А сейчас совсем Вы знаете, этого я нет. думаю, что вообще в принципе эта тема очень актуальная. И здесь вопрос вот мы... Вот Бугульминский, простите, театр поставил «Угасшие звезды» на русском языке. Да. Я просто хочу сказать, что здесь вопрос на самом деле шире и глубже. И этот вопрос у нас буквально недавно, вот в этом году проходил в музее Шариф Камала, проходил общероссийский семинар переводчиков, да, художественных произведений. И вот тема качественного перевода, она очень важна. И мне кажется, очень многих современных авторов нужно переводить в том числе на иные языки. Да, не только на русский, но и на турецкий, на английский, на немецкий. И это причем переводить, знаете, как не вот подстрочно, а нужно воспитывать плеяду людей, переводчиков, которые владеют и татарским языком, татарша да сөйләшәләр, инглизчә да сөйләшәләр. Шуңа күрә шундый кешеләр булырга тиеш. Безнең хәзер полилингваль мәктәпләр ачылды быел. Шуңа күрә вот одно из приоритетных направлений может, да, вот у айрым юнәлеш булырга мөмкин, да, вот отдельное направление может быть, да, именно воспитание полилингвальных людей, которые готовы, не просто у них знание нескольких языков, но тәрҗемә итәргә дә аларның сәләте булырга тиеш. Ну, понимаете, Ират Хузян, мында ведь, как, тоже, да, татарчаға күчтем. Менә минем сеңелкәш, ике туган сеңелкәш, ул аппарат президента эшләде международным отдел Азии и Африки. А у нее блестящий арабский. Она говорит, наш университетский, как это называется, факультет восточных языков, по арабскому это вообще, здесь лучше не учиться, лучше учиться в Питере. Я училась, говорит, поехала за свой счет, поехала, 2 года училась, 1 год в Египте, 1 год в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть разные. И только так. То есть, понимаете, это такой настолько штучный товар. Вот сіз дұрыс айтасыз. Біздің элеке вакытта, хәтерлисезме юк, алгарыш программа еді. Алгарыш бар, Әйе бар еді. Шуңа күрә монда вот минемчә вот мен тагы бер тапкыр әйтер, монда да айрым юнәлеш булырга тиеш, отдельное направление должно быть. Понимаете, мы сейчас очень активно работаем с университетом, мы активно работаем с институтом культуры по вопросу некой проблемы ориентированности их исследований. Мы в этом году запустили первый раз грант на научные исследования для нашего Казанского федерального университета по данным тематикам, то есть по тематике культурологии, по тематике истории нашего народа. Да? То есть мы готовы выплачивать стипендии тем ребятам, которые проведут лучшие работы, лучшие научные исследования по данной тематике. Вот я считаю, что это есть один из приоритетов нашей работы. И вот вы опять возвращаетесь к теме за 2,5 года, что сделано. Да. Одно из направлений сейчас эта стратегия проходит, вот завершается процедура согласования. Нами была разработана стратегия развития нашей культуры до 30-го года. Вот одно из ключевым, то есть мы вот этот дуализм мы заложили, да, то есть понятно, что мы должны удовлетворять культурные блага людей, проживающих на территории республики, да, с учетом этнокультурного многообразия, конфессионального многообразия, гендерного, там, я не знаю, языкового, там, ценностного и так далее, многообразия наших народов. Но у нас очень много татар, которые проживают за пределами Республики Татарстан. И работа с ними – это наша работа.
У нас, тем более, что сегодня Министерство культуры, оно реализует очень большой пул проектов по этому направлению. Мы выдаем гранты нашим национально-культурным автономиям, да, которые реализуют работу по сохранению Вот сейчас в данный татарского момент у языка. нас Эдельерд проходит для регионов. Отдельно, Отдельно, он да. значит, в двух как бы Да. плоскостях идет. И вот этот дуализм, он должен присутствовать во всех направлениях нашей работы. Будь то театральное искусство, будь то... Вы видите, что мы стараемся максимально поддерживать выезды, да, и если бы не было вот этого проблемного года, но даже здесь мы старались хоть как-то поддержать. Вот у нас только что государственный ансамбль песни и танца по большому количеству регионов проехал. Мне вчера буквально звонил министр культуры Самарской области, рассказывал свои эмоции, свои впечатления от вот концерта, который дал наш Гапитов в Самаре. Да? Шундай болырга тиеш. Біз үзебезнең иҗатыбызны монда гына түгел, бөтен Күләмендә. дөньяда күрсәтергә тиеш. Вот вопрос в этом, понимаете, что не надо вот вокализация в культуре. Местечковость, Это да? местечковость, это неправильно, это наша ключевая проблема. Это граница без шексіз болырға тиеш. Шексіз дүнияда яшәргә тиеш, Шексіз, без үзебезнең да, мәдәниятебезне бөтен һәм илгә, бөтен дөньяга Шексіз таратырга. болырға тиеш, без барьеров, без границ. вот этих. Ират Хуҗан, сез хәзер бик матур татарча сөйләшә башладыгыз. Менә күптән түгел шушы менә бу сәхнәдә бик матур итеп Нәлә Гараеваны кутладыгыз юбилей белән. Әйтегез, менә ул сезнең ничектер истән кушылган нәрсә, я үзегезнең теге эчке теләге. Бу сезнең өчен принципиальмы ул, юкмы? Бу минем өчен бик принципиаль. Мен вот үзем хәзер генә әйттем, что татарлар ул Казанда гына түгел, Татарстанда гына түгел, ул алар бөтен дөньяда яшиләр хәзер. Мин үзем Бакуда туган һәм Нәйлә апа да ул бит Баку белән, аның тормышы да Баку белән бәйләнгән. Шуңа күрә минемчә бу минем теләгем иде. То есть истән беркем дә кушмый. Юк. 7 ел элек мин сәхнәгә татарча чыгыш ясарга курка идем. Һәм хәзер дә бу курку калды. Беренче тапкыр Шамил Зинурович, мәрхүм Шамил Зинурович, ул әйтте, сәхнәгә чыгып, бер-ике җөмлә татарча әйтергә кирәк, аннары рус телендә дә әйтсәң, бер нәрсә булмаячак. Но барыбер комплекслар бар. Мин тырышам, мин кебек. Аңлабанлым, сөйләшергә куркам, сөйләшә алмыйм. Каушамагыз, курыкмагыз, күбрәк сөйләшегез. Юк, сез дөрес әйтәсез, ул да тәҗрибәдән килә. Ну, барыбер безнең бит аудитория, ул гади аудитория түгел. Төрле кешеләр бар. Кемдедер әйтә, ул тырыша, кемдедер әйтә, Татарстан министры, Татарстан мәдәният министры татарча сөйләшә. Безнең гел шулай. Күптән түгел миңа Мәскәүдә урыс кешеләр, ну, яртылаш урыс, яртылаш әллә кемнәр анекдот сөйләгән. Анекдот миңа бик ошады. Там турында про ад, значит, анекдот. Там, значит, 3 котла в аду. Значит, один завязан в мешок какой-то, покрыт таким еще дополнительным куполом. Из одного люди постоянно падают, а в другом, значит, ну, то есть там вот отдельный котел для татар, которые друг друга пытаются постоянно, не дают никому вылезти, один только вылез из котла, они начинают на него гурьбой наваливаться. Ну, там евреи завязаны, значит, русские там отдельно, не буду говорить, может быть, даже вырежем, просто для общего какой-то картины. Но у нас все время кого-то за что-то ругают. У нас нет же такого, особенно ну, я вот мне довелось работать с 5 министрами, вот вы 5-й министр. При Марселе Мазгаровиче не было интернета, при его преемнике, значит, из главы вылетела Кемаля.
Если пятый, это Тарханов. Да, Тарханов. Значит, при Тарханове тоже еще интернета не было. При Зелер Химьян у него только начал появляться. Вот. Но в основном, конечно, все равно так смотришь сайты, по вам очень сильно именно анонимные бьют какие-то. И по Айрату Минимолучу, и по вам. Но это же все, понимаете, вот одним то на всех все равно не угодишь. Сіз барыбір татарша сөйләшергә тиеш, минемчә. Сіз бит... Мин киңәшмәләрдә күп татарча бигайбәт сөйләшәм. Сүз юк. Анда башка тел, анда инде... Анда ул рәсми тел. Рәсми тел, әлбәттә, сез чыкканда монда, чыңлап та монда бит әдәби тел... Монда бит шыннан әйтергә кирәк. Как это, шын күңелдән әйтергә кирәк. Монда рәсми сүзләр алар кешеләргә кирәк түгел бит. Әлбәттә. Ну, минемчә, сез менә соңгы бит бик сирәк күрешергә туры килә инде сезнең белән, потому что, ну, ковид елы инде, нишлисең. А булай, менә әйтәм, мин бит сезне тәрҗемә итеп тордым менә стен. Ә мин гел менә шулай килгән кунакларны тәрҗемә итәм тере рәвештә, синхрон рәвештә. Шыңлап та, мен бик шаккаттым, бик шаттым сезнең. Ну, әлбәттә, бар кимчелекләр, кемдә, миндә дә бар алар. Хаталар алар бар миндә әле. Хатасыз булмый инде. Кем эшләми, аларда гына хаталары юк. Эшләмәгән кешене тәнкыйтьләмиләр, әлбәттә. Дулкынланам. Сәхнәгә чыкканда мин дулкынланам. Ну, просто бит дулкынлану, ул хис. Гомумән, актер булмаган кешегә хас. Режиссер да, каушый режиссер. Миндә чыкканда, мәсәлән, ул бит табигый нәрсә, дулкынлану сәхнә. Артистлар да дулкынлана. Минемчә, безнең республикабызда чиновниклар иң хаксыз кешеләр. Хаксыз кешеләр? Нишләп әле шулай? Аларны сөйләләр, алар турында нәрсә генә әйтмиләр. Бездә бит гаиләләр бар. Бәлкем безнең демократия кешеләре. Бәлкем безнең демократия кешеләре. Бәлки. Башка җирдә, башка төбәкләрдә просто бәлки истән теге кушалар. Теләсәң инде бит чыганакны, теләсәң инде газет журналны, сайтны ябып та була, куркытып та була. В конце концов, они могут отмодерировать все эти комментарии. Синдерес әйтәсен. Беренче тапкыр Башкириягә, Башкортстанга барганда, хәтерлисеңме, Әлмәт театры. Бу эш сәфәре Әлмәт театры белән бәйләнгән иде. Шуңа күрә анда ул күренә. Анда бер рәсми хәбәр булды. Һәм все. Тут же, вот везде, вот никаких изменений, бернинди үзгәрешләр юк иде. Там журналы, газеты, где вот публиковали, вот официальное сообщение, официальная новость, и она просто тиражируется. Монда шулай түгел. Аллаға шүкір. Ул икенче яктан синдерес әйтәсен, ул бик әйбәт. Ул әйбәт. Ул начар түгел. Безнең шул кадәр теге халык курыкмый. Анонимны булса да... Кешеләр барыбер әйтәләр, курыкмыйча әйтәләр, ул начар түгел. Начар түгел, чөнки барыбер күпмендер дәрәҗәдә 1% та булса, аларның хак сүзе, менә шу әйткән сүзендә, аны да исәпкә алып, ничектер үзгәрергә мөмкин, үзгәртергә мөмкин нәрсә дә булса. Мин уже әйттем критика турында. Бу да критика. Бу да критика. Бу обратная связь. Обратная связь. Критика все-таки, для меня критика это все-таки нечто более или менее, человек хотя бы 3 книги прочитавший, хоть что-то пишет более-менее. Как English feedback. Вот у нас тоже, нас же все равно интересует, все-таки у нас такая передача, она охватывает и наш контекст, в котором мы живем. Вот немножко мы поговорили о театре Качалова, так вскользь. А вот очень важно, ведь вот вы говорили 2,5 года, все равно вот ваше такое правление, руководство культурой... Связано с большим количеством скандалов. Нет, вот это нет, это нет. Вы как-то уж нас совсем так тоже нет. Зачем скандала? Интересно другое. Нет, с огромным количеством кадровых, на самом деле, перестановок, принципиальных перестановок. И одно из первых таких, одним из первых кадровых решений у вас было
замена, ну, скажем, не продление контракта с главным режиссером Тинчуринского театра, который 26 лет руководил, с Рашидом Загидуллиным. Вот сейчас прошло 2 года, понятно, 2 сезона. Один сезон был очень скомканный, непонятный в связи с ковидом, второй был еще хуже. Вот сейчас начался какой-то сезон, может быть, как-то наладится, Алла Берса. Но как вы оцениваете это свое решение кадровое? Не ошиблись ли вы тогда в решении? И чего вы ждете от Тинчуринского театра? Вот, грубо говоря, понятно, вот сегодня осознал, я даже про него не спрашиваю, потому что это всем очевидно. С приходом Гузель Сагитовой Татарский ТЮЗ осознал свою миссию, действительно стал работать. И это было одно из первых кадровых решений, как раз это была Гузель А это Гузель Сагитова. раньше разве? Конечно. Ну, простите, ради бога, ну хорошо. Гузель это Гузель да, была раньше. Это было слишком очевидное кадровое решение, понятное, да, из себя. А вот здесь, да, и понятно, что дальше 2 драматических татарских театра. Один это наш, второй, значит, это Тинчуринский. Какие вот у вас к нему пожелания, что ли, требования? Каким он должен быть, чтобы отличаться от нас, иметь свое лицо, не общего выражения, и при этом как-то... Вот такой вопрос о ситуации в Тинчуринском театре. Я по-прежнему хочу повторить, да, по-прежнему глубоко уважаю Рашида Галиевича Загидуллина. И мне не совсем неприятно, да, вот, что вот произошла эта ситуация, но мне кажется, что режиссер должен уважать своих зрителей. И здесь те изменения, которые сегодня происходят, то есть, вы знаете, вот можно зайду с другой стороны, да? Вот движущей силой любого, наверное, действия в культуре зачастую является конфликт. Почему я и просмеялась про конфликт? Потому что на самом деле это абсолютно с точки зрения психологии обосновано. У нас не бывает то есть у нас не бывает вторых прим. Каждая прима, она становится быть первой. Она старается быть первой. С латинского первое. Да. Но вот у нас вот в данной ситуации, то есть если главный режиссер, если ты прима в одном театре, ты хочешь быть первой примой везде, да? Вот 2 года назад мы еще на коллегии Министерства культуры объявили о том, что у нас есть 5 принципов, да, это креативность, компетенция, капитализация, коммуникация и коллаборация, да, или кооперация. Вот я считаю, что нам сегодня в мире искусства, да, это очень важно, чтобы была эта кооперация, было сотрудничество. Нам нечего делить. Нам нечего делить. Нам есть смысл заботиться о том, чтобы чтобы мы были нужны, чтобы культура была нужна, чтобы искусство было нужно. Вот это вызов. И вот это деление, дробление, да, там, союзов художников, да, или там попытка доминировать в театральном искусстве тому или иному человеку. Этот посыл, он исходит из того, что кто будет первым. А на самом деле первое — это наша культура. И это надо принять. И самая важная наша задача — это формировать, чтобы армия адептов татарской культуры, армия адептов культуры Татарстана, она росла. Если же мы будем делить, это не есть правильно. Это не есть правильно. Не нужно пытаться разделять там, и властвовать. Сегодня период, когда мы должны начать объединяться и в сотрудничестве реализовывать эти все проекты. Для меня самое важное, что сегодня произошло в Тинчуринском театре, это объединение труппы. И объединение за счет общей работы. Не может быть пол труппы на сцене, а пол рахатана идея туп общагына алырга это. Кеше ул барбер сангатка ул эш өчен килә, он сәләт өчен килә. Он идет ради таланта, ради своей работы, ради работы, которая построена на таланте. Понимаете, если артист не выходит на сцену, он страдает. И ситуация, когда в труппе 50% коллектива, она не выходит на сцену, она изначально не может быть правильная. Ну да.
Поэтому я считаю, что самое важное, что все те спектакли, которые были поставлены за последние годы, это, конечно же, Шаршанжир, да, это в первую очередь, который объединил всех на сцене. Практически вся труппа выходит на сцену вот в этом спектакле. И Караурман, да, это все массовые спектакли. Это не спектакль одного актера, это не спектакль 5 там, человек, да, или там 10 человек. Это спектакль театра, действительно. И то, что сегодня в репертуаре вовлеченность артистического персонала в театральный процесс кратно стала выше, это самая большая радость. Вот. Но и, конечно же, то, что спектакли стали, они разноплановые, разнообразные. То есть у нас есть и там Хаяуши, там есть полиционер, и есть более серьезные постановки, которые и более зрелищные постановки. Фэнтези есть сейчас. Да, Караурман. фэнтези, который, в принципе, это был очень, мне понравился эксперимент, который, это, кстати, ученица Рашид Галиевича ставила, Резида. Везде должно быть развитие. Стагнация, застой, он недопустим. Мират Хафизян, простите уж мне мою критику легкую нашего разговора. Вы все время говорите о высоких мотивах. Действительно, вы очень четко понимаете, и я вообще на вас молюсь, вы прекрасно понимаете миссию, куда и как мы должны идти, и с какой скоростью. Но вот когда начинаешь с вами говорить о каких-то конкретных инструментах, о конкретных кейсах, вы все время говорите... Я могу вам Нет, конкретный вот я просто пример. конкретный пример приведу. Позвольте, я приведу, чтобы вот вы прореагировали. Буинский театр недавно поставил спектакль, ну, это русский режиссер Егор Чернышов сам отобрал, мы ему предложили 5 рассказов Ракаиля Зайдуллы. Этот спектакль попал в программу «Маски плюс», и, значит, в начале этого года, до самого ковида, в феврале, мне удалось, значит, не удалось, я модерировал дискуссию в Москве, в центре Мейерхольда, после, значит, просмотра этого спектакля, и многие люди, там татар практически не было, это была как бы позиция театра, пусть на нас придут посмотреть там представители других народов. Татар там было ограниченное количество, в основном были русские, другие какие-то люди. И они все задавали, кто это такой замечательный писатель, почему мы его не знаем? Да? Вот недавно у Ракаиля Зайдуллы 3, что ли, года назад вышел вот такой толстый кирпич в таткнигиздате. На русском языке называется «Меч Тенгри». Наверняка это было в плане таткнигиздата, автор получил гонорар, получил какое-то количество экземпляров. И все это распространялось по Татарстану, по библиотекам, где и так как бы... Почему не было ни одной презентации? Почему мы так вот как бы не пытаемся... Не ясно. Я принимаю же критику, и я считаю, что это очень... Еще раз, я же с самого начала сказала, что наша задача, наша проблема в вокализации. Вот можно тоже, ну тоже я скажу, этим должен заниматься, прости меня, Союз писателей в сотрудничестве. Ну так скажите вот. это. Но я об этом Союзе писателей говорю. Я говорю, не надо вот попытаться вокализовать свою деятельность в распределении премий там, или еще чего бы то ни было. Вы должны заниматься продвижением нашей татарской литературы. И не только на татарском языке. Это же не только язык, это еще и менталитет, это философия, понимаешь? Вот вопрос в этом. И я с тобой полностью согласна, что и этому надо уделять большее внимание. Нужно детям рассказывать об этом. Да, у нас более 600 вот в прошлом году прошло выездов, да, наших творческих союзов, образовательных учреждений, но нужно еще больше. В этом году то, что вот у меня есть проблема, которую я очень сильно борюсь, но пока, к сожалению, мы плохо информируем людей о нашей деятельности. Но вот музей Шариф Камала, например, да, они провели потрясающую конференцию онлайн. И если бы в реальном времени пришло к нему, да, в офлайн формате, к ним бы пришли 50 человек, то в режиме онлайн к ним подключились 1500 человек. Вот нам нужно использовать режим интернета для того, чтобы активнее продвигать свою культуру. Тут режим интернета, не режим интернета, тут Луиза. Пришел человек, у которого философия современного мира. А какая философия в большинстве, там, у большинства членов правления и там, у самого председателя Союза писателей? Какая философия выйти на широкий... Я отвечу тебе на этот вопрос. Я считаю, что вообще в принципе в отношении творческих союзов, сегодня как раз вот настал вот этот вот час X, когда их миссия, она должна быть трансформирована. Абсолютно. То, что, и это не значит, что перечеркнуть идеологию. Ни в коем случае. И мы об этом с ними говорим. Сегодня там с Союзом художников я об этом разговаривала.
И до этого там Союзом композиторов много об этом говорим, с Союзом писателей. Буквально вот в ближайшее время буду встречаться с русскоязычными писателями, пишущими на территории республики, живущими и пишущими на территории республики. Человек, он не должен строить себе границы. К сожалению, вот эта вот моя маленькая прелесть, которую вот мы с вами все помним, да, вот это Да. это вот либо власть, либо бюджет. Вот либо власть, либо бюджет, одно из двух. И все сосредоточены на том, чтобы вот эту мою маленькую прелесть сохранить за собой. И именно поэтому любой передел, он вызывает жесточайшее сопротивление. Любая попытка внести какие-то изменения, чудес не бывает. Чудес не бывает. Я понимаю все, о чем ты говоришь. И еще раз я вернусь к нашей стратегии, да, развития отрасли. Мы ее очень четко позиционируем, что самая большая наша проблема, то, что мы пытаемся, наша местечковость мышления, понимаешь? Мы пытаемся сегодня преодолеть эту местечковость мышления. Но невозможно, не бывает вот этого мановения палочки, что вот раз и все. И вот чем больше будет таких людей, как Луиза Инессуар, да, чем больше будет таких людей, как Гузель Сагитова, да, чем больше будет таких людей, как Ильяс Камал, да, там, я не знаю, там, много, я с любой отрасли могу таких людей найти, да, там... Джуна у нас замечательная, она по 5 там номинациям она получила сейчас гран-при на общероссийской там, национальной премии. То есть, чем больше будет людей, которые мотивированы, Инна Яркова с Дианой Сафаровой, да, с Артемом Силкиным, их «Живой город», да, Туфан Имамуддинов, да, там... И ни слова о театре Камала. А Камала, они являются ядром и координатором. Фарид Равкатович – человек, который создает вокруг себя среду. И вот этому поддержке таких инициатив я училась именно у вас. Спасибо. Когда я пришла в Министерство культуры, да, для меня, я была человек из другой отрасли, но именно здесь, именно Камаловский театр у меня пробудил интерес к языку, потому что я хотела, слушай, 10 лет назад спектакль «Бабайлар Шуагы» я смотрела с наушниками, премьеру. Я так радовалась, что я сегодня смотрю без наушников и все понимаю. Это для меня это личная моя победа. Абсолютно. Для меня это моя личная победа. Но интерес к культуре языка у меня пробудил театр Камаловский. А вот эти вот ростки, которые сегодня идут, мы эти проекты 2013 года начиная, да, то есть у нас большинство этих проектов, оно поддерживается. Табрис Ярулин с Минтотарча Селешем, да, там этот Ильяс Гафаров, да, Песчан Базар, да, там все эти ребята, Песчан Базары, это тоже отдельная эта тема была, да. То есть Ленария, который сегодня тоже... Вот, понимаете, это действительно, это люди, это молодежь, которая не хочет быть безликой, молодежь, которая стремится к познанию себя и которая не хочет обрастать коростой. Именно поэтому я говорю... Почему рулят-то бабаи во многих вопросах? Я не согласна. Я считаю, что сегодня в республике как нигде даются возможности молодежи. Я считаю, как нигде. Вот просто молодежь, она сама не всегда созревает. Она не всегда сама может быть, правильно использует те возможности, которые ей даются. Но то, что мы просто вот, понимаете, вот сейчас вот считается, что все вот это сейчас сразу, и вот оно стало на слуху. Нет. Посевы были, да, 7 лет назад. Это первый, там, Айгуль Давлетшина, который первый проект делала, да, там, и не при поддержке Министерства культуры. Не надо бояться давать молодым возможности и ресурсы. Но у нас, мне кажется, не очень боятся. Просто, когда дело заходит, опять-таки, не о движении вперед и миссии, а, например, о такой вещи, как премия Тукая. Огромное вам спасибо лично и тем людям, которые совершили мудрое решение, по-моему, дали премию Денису Осокину. Давно не давали таким достойным русскоязычным представителям. Но, господи... Тоже 40 лет. А представить себе, что Йылдыз Миннуллина или Рузяль Мухаммедшин или Луиза та же самая, которые гораздо достойнее, там, чем какой-нибудь Мухаммед Мирза. Я прошу прощения, но вопрос в том, что
есть система выдвижения, да, то есть это же все в ваших руках, все в руках культурных институций, понимаешь? Это же никто не запрещает. И вопрос в том, что мы рассматриваем то, что к нам уже приходит комиссия по выдвижению, по присуждению премии Тукая, она уже рассматривает инициативы. Так же, как вот сейчас очень А театр много... Камала может выдвинуть какого-то писателя, например? Любая общественная организация, она может выдвигать кого угодно. Школа, там, то есть юридическое лицо, не общественная, любая организация может выдвигать кого угодно. То есть там нет таких вот жестких там профиля. Просто это, то есть, это просто наша недоработка. Читайте законы, читайте указ. Читайте указ. То есть мы привыкли опять, вот, можно я? Вы обращайтесь к документу, да, читайте Отлично. знания. Не надо, понимаешь, вот самое страшное, что когда вот мы в своей деятельности, мы руководствуемся законом. Так было всегда. Нет. Надо просто смотреть возможности свои, надо искать варианты решения. Так было всегда, это не вариант. Ну и самое главное, моя мечта, да, то есть я считаю самое страшное, то, что мне хочется изменить. Я очень переживаю за каждого человека, который уезжает из республики, которые истинные таланты, которые не могут найти себе место под солнцем вот, Татарстана. Поэтому мне очень хочется, чтобы у нас была такая среда, которая бы позволяла бы сохранять наших талантливых людей, наши таланты. Я не говорю о том, чтобы привязывать их вот сюда, вот там, потому что действительно истинные таланты, если это оперный певец, он должен быть мобилен, он может звучать везде. Но мне хочется, чтобы все-таки вот эта вот пуповина не обрывалась, да, чтобы вот он все-таки был, либо жил здесь, либо творил здесь, либо вот, ну, и я очень рада, что за последние годы очень вот в моей среде, да, вот среди руководителей, среди очень много людей возвращаются. Вот если объективно, да, Туфан Имамудинов – это человек, который поработал в Москве, вернулся, он живет в Казани, да. А Родион Букаев – человек, который поработал по стране, он вернулся, он живет сейчас, он пришел в Казанский ТЮЗ главным режиссером. Есть вот еще, я не буду сейчас, но Алиса Вяткина, да, хорошо, она поработала в Москве, она культтрегером, она работала здесь, она сейчас Алиска вернулась. Она в нацмузее. Подружка моя. Она в нацмузее работает, она сейчас работает в Национальном музее первым заместителем директора, человек, который уже там куча проектов, она вот уже вся творит. И чем больше таких вот маленьких вот, да, вот побед моих личных, моих внутренних побед, люди возвращаются, они хотят здесь что-то делать, что-то творить, это круто. А еще будет лучше, когда сюда будут приезжать лучшие. Когда они будут понимать, что вот здесь эта территория самая благоприятная, не то что для жизни, а для раскрытия своего творческого потенциала. Потому что творческому человеку, талантливому человеку самое важное иметь возможности транслировать свой талант миру. И вот это вот для меня, наверное, такая вот мечта моего временного пребывания на посту министра, потому что я прекрасно понимаю, что все мы исполняем обязанности, на данный момент я тоже исполняю обязанности министра культуры Татарстана. Вот мне очень хочется, чтобы за период моего вот этого исполнения обязанностей вот было больше таких примеров возвращенцев, понимаете, или возвращенцев, или вообще вот просто тех людей, которые выбирают Татарстан для места своей культурной реализации.